Че, потом куда-нибудь пойдем? Да, давай в кино сходим. Давай. Че, Недавно новый фильм на вышел. «Форсаж», да? Давай. Да, давай на «Форсаж» сходим. Ах, вот так, да, значит? Мы с тобой как 3 дня назад расстались, а ты тут уже с какой-то мыркушкой сидишь? Знаешь что? Я хотела с тобой помириться, а теперь понимаю, что правильно сделала, что с тобой рассталась. Кобель! Девушка, что это было? Молодой человек, извините, я вас не предупредила. Это вам передал вон тот столик. Айдяна сама не могла подойти? Полгода назад расстались, до сих пор преследуют. Девушка. Ладно, пап, я гулять пошел. Эй, ты уроки сделал? Да потом сделаю, успею еще. Қаяқтағы успей, а? Вон, эльдің балдарын қарасаң, вот они успевают. Вот у них учеба вообще на отлично. А ты троечник, что за ребенок, а? В кого ты вообще пошел? Как в кого? В тебя, конечно. Это ты ему плохой пример подаешь. Вон, Эльдин аталарын қарач. На нормальных работах работают. Семью каждый год на отдых возят. Ой, между прочим, своим женам нормальные дорогие подарки делают. Значит, заслужили они? А Эльдин келіндерін қарачай. Зайди к ним. Чистота, уют, есть что покушать. А у вас везде грязь, паутина. Ты не, тяхтадағы паутина. Как будто үйіңорда человек-паук живет. Ну ладно, я тогда пойду, уроки сделаю. Мне Айбек звонил по поводу работы, я пойду уточню. Я тоже, наверное, пойду уберусь. А что мне делать? Кому мозги похавать? Эй, чал! Ойым не жатасың, а? Ойым не жатасың, а? Елді намышқалары жүрет қой көшеді. Так, билет номер 9. Какой самый древний город мира, да? И второй вопрос. Эпоха Ренессанса, значимые события Флоренции в этот период. Ну, тут все понятно. 1000 сомов. В смысле 1000 сомов? Ну, а что за вопросы? Советбеков, наша контора на рынке разводов уже давно, и у нас цены тоже лояльные. 1000 сомов – это так, по-божески. Не, ну вы же понимаете то, что я каждый день сюда приходил. Я напрягался и делал вид, что я злюсь на вас. Ругался с вами за то, что вы не получаете знания, которые я вам даю. И мне кажется, 2000 сомов – нормальное предложение. Хорошо. Самый древний город мира – это Дамаск. Нынешняя столица Сирии, которой уже около 4500 лет. Мое последнее предложение – 500 сомов. Потому что на полбилета я уже ответил. Вам решать, Советбек. Думаем. Не, ну раз уж на то пошло, то
Я могу конспекты проверить. Да? Надо будет, я сейчас прям вот еще дополнительный вопрос задам. И мне кажется, 2000 сом вполне резонное предложение. Да. Так, стойте, стойте. Советбеков. Это всего лишь мировая история. Она мне не нужна, поймите правильно. Я учусь на менеджера. Хорошо. Мое последнее предложение – это 1000 сомов. Все. 1000 сомов, и либо я отчисляюсь. Ищите меня потом, хорошо? Ну, 1000 сом, так 1000 сом. Ну вот, молодец. Можете, когда хотите, жену Советбеков. Вот, здесь вам нужно расписаться. А деньги? Там внизу стоят деньги. 2000 сомов, 2000 сомов. Советбеков. Скажете тоже. Все, ладно, спасибо. Давайте, с вами приятно иметь дело. Следующего Да, позовите. Советбеков. Здравствуйте. Здравствуйте. Абдукалатов менеджмент. 1.13. Я. У вас 7 пропусков. 700 сомов. Позвольте, у вас еще 2 модуля. Наша контора на рынке разводов уже давно обрала. Мои родители учили меня, что в жизни недостаточно просто посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Куда важнее создать крепкую и дружную семью, где любовь и забота дадут уверенность в завтрашнем дне, а крепкое плечо всегда поддержит в нужный момент. Вот уже 20 лет мы с вами. БТА-банк. Вместе к успеху. Просыпайся. Эй, парень, просыпайся. Кто такие? Что я тут делаю? Сейчас тебе все объяснят. Кто? Кто объяснит? Ну, здравствуй, Муса Джанабекович. Вы кто такой? Вы кто? Пожалуйста, отпустите меня! Нет, к сожалению, не все так просто. И я не могу тебя отпустить. Мы ведь тебя предупреждали. О чем? О чем вы предупреждали? Я брошу. Нет, Я обещаю. нет. Я не могу тебе поверить. Я обещаю, я брошу. Маки, отвечаю, я брошу, Маки, с понедельника, там усуну. Я брошу, Маки. Что это? Противотабачный пластырь. Минздрав устал предупреждать и начал действовать. Скоро во всех курилках страны. Ой, молодой человек, купите своей девушке цветы. Да просто повода нет никакого. Ой, никакой повод не нужен. Вы, девушки, должны каждый день дарить цветы. У меня всего 3 букета осталось. Ну, купите. Ну да, Эджа, вы, наверное, правы. Да и жене приятное сделаю. Ой, жене обязательно надо купить. Дорогая! Это тебе. А какой сегодня день? Понедельник вроде. Я что, про нашу годовщину забыла, да? Хотя не весной же. Подожди, день рождения нет. Первый поцелуй. Да ты вообще не помнишь про него. Так, Айбек, что случилось? Да ничего, я просто с работы шел. Погода такая классная на улице. Вот решил тебе приятное сделать. Я, кажется, поняла. Тебя уволили с работы? Да нет, все нормально. Я говорю, ну вот просто решил цветы тебе купить. Ты мне голову не морочь. Мы с тобой уже 6 лет женаты. Что произошло? Да ничего не произошло. Я по улице шел, вспомнил, что давно тебе ничего не дарил. Решил тебе приятно сделать. Вот цветы.
Если ты сейчас мне не скажешь, что произошло, я уеду к маме. Айджана, ты что, вообще гонишь, да? Чё ты так завелась? Я говорю, на, возьми просто цветы. Просто решил подарить их. Ты что, мне изменяешь? Кто она? Да нет у меня никого. Просто я тебе решил цветы подарить. Вот, взял, на, это тебе. Я так и знала. Приятно я хотел сделать. Жена! Айджан! Где ты ходишь? Я уже минут 10 здесь стою. Привет, дорогой. Что у нас сегодня? Котлетки. Опять твои эти котлеты бесят. Научилась бы что-нибудь другое готовить. Все, пойдем. Быстрее, обед у меня завершается уже. Узнаю своего мужа. Чего ты там бормочешь? Давай быстрее. Здрасте, можно? Ой, перепутал. Нет, проходитесь, садитесь. Я думал, не туда зашел просто. Что вас беспокоит? Доктор у меня вот здесь колет, в ноги отдает. Ночами руки болят, горло болит. Ну, с вами все понятно. Это густиди. Чего? Да, густиди. Берите койдун мои и натирайте каждый день. Вы врач вообще? Что мне тут советуете? Здрасте. Вы, наверное, врач, да? Да, я очень сильно извиняюсь. У меня дела были, я отходил. А это мой практикант просто. Ну все, молодец, можешь идти, я тебе сегодня отмечу, ага. Ну, рассказывайте, что у вас там? Доктор у меня вот здесь колет, в ноги отдает. Ночами руки болят, горло болит. А он что сказал? Густиди. Уж эти практиканты неопытные. Ну, по всем признакам сразу понятно же, что у вас иммунитет слабый. Это все из-за чего? Из-за злых духов. Поэтому сейчас по пути домой покупаете арчу, приезжаете домой и поджигаете ее, чтобы все эти злые духи ушли. И все, через неделю вам станет хорошо. Все, все? Все, спасибо вам. Сколько с меня? 100 сом. Сейчас. Вот, 100 сом. Ну что там? Ну, в принципе, тут все понятно. Двигатель перегрелся, и мотор полетел напрочь просто. Восстановлению не подлежит, поэтому только на металлолом, ну или на запчасти. Нет! Дурацкий сон. Дорогой? Не это ищешь? Я тебе все объясню. Это не то, что ты подумал. Сейчас ты мне все объяснишь. Дурацкий сон. Джан, простись, мне нужно тебе кое-что сказать. Джан? Все, я так не могу. Дорогой, проснись. Я так больше не могу. Я разбила машину. Ой, да я знаю. Я вчера ее в СТО отдал, послезавтра сделают. Что начинаешь? Да? Ну ладно. Дорогой? Дорогой, проснись. Тебе тут смс-ка пришла. Кто такая Джанара, а? Почему надо тебя отправлять поцелуйчики? Ты должен был с ней встретиться, да? Ты что, мне изменяешь, да? Ах ты козел! Дорогая, не послезавтра, а завтра будет машина готова, хорошо? Завтра. По работе. И как я все это успею сделать?
Тебе нужна энергия. Энергия — это скорость. Энергия — это движение. Энергия — это свет. Ты кто? Я, Тесла. Зарядись, Тесла! Айка! Айка! Айко! Айка! 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 Хватит, хватит! Я все понял. Давайте полными именами девушек называть, хорошо? Айгуля! Айнура! Айпери! Каждый год из-за одинаковых сокращений разных имен дерутся очень много парней. Так давайте же прекратим это. Давайте придумывать новые прозвища. Ролик был создан при поддержке Бемы и Джибы. Алло, пьяное такси, слушаю вас. Тук-тук, голос советская, ваш заказ принят, ожидайте. Пьяное такси, слушаю. Я вам сейчас, когда говорил же... Да, вы совершенно правы. Долго не было свободных машин, но уже борт 73 выехал к вам. Слушай, когда нету... Я передам ему, чтобы он поторопился. Спасибо. Слушаю вас. Спасибо, что поздравили с 8 марта, но это не доставка суши. Алло, да? Сколько раз тебе говорят, не звони сюда больше? Ты зачем так с клиентом разговариваешь? Да это мой бывший, как набухается, сразу мне звонить начинает. Все, не звони сюда больше. Пьяное такси, слушаю вас. Здравствуйте, девушка, можно машину на Боетова 3? Извините, я вас не понимаю. На Боетова 3, говорю, девушка, машину можно? Молодой человек, передайте трубку кому-нибудь, пожалуйста. Я вас совсем не понимаю. Так, Боетова 3. Ну так бы и сразу и сказали. В следующий раз не звоните так, а иначе попадете в черный список. Ваш заказ принят, ожидайте. Блин, так устала я что-то от этих клиентов. Может, сегодня в бар пиво пить пойдем? Давай, мне как раз пьяный язык нужно подтянуть. Алло, пьяное такси, слушаю вас. Ата-энем айткандай, жашоодо баг отургузуп, үй салып, уул чоңойтуп гана тим болбостон, ынтымактуу жана бекем үй бүлө куруу маанилүү. Үй бүлөдөгү жылуу мамиле жана камкордук эртеңки күнгө болгон ишеничибизди арттырат. Ишенер терегибиз бизди дайыма колдоп турат. 20 жылдан бери биз сиздер мененбиз. Бытаба, ийгиликке бирге. Так, давайте пройдемся по вашему резюме. Косяков Никита. Собственной персоной. Образование 9 классов. По факту? Понятно. Опыт работы отсутствует. Чист как белый лист, да? Нам не нужно прям картины писать, да? Мона Лиза, да? Там черный треугольник, вот эта тема, да? Так. Хорошие качества. Написано «на язык подвешен». С любым смогу пообщаться, разъяснить, что, как есть, брат. О, извиняюсь, дико прошу прощения. Братан, да? Братан.
Так, Никита, и вот с таким резюме вы хотите работать у нас в банке? Не, сам посуди, братан. Во-первых, я тут живу рядом, да? Ну, а так тоже, если цинк пойдет по району, что я там в банке двигаюсь, да, прикинь, сразу уважение, там сразу Мадина сразу, чего, как, ну, такая сразу. В графе «Желаемая заработная плата» вы ничего не указали. Не, ну, братан, просто я, не падки, да, на бабки. Я бы мог, конечно, да, написать 150 баксов в месяц хочу, да, вы бы поплыли, да? А так, если буду хорошо работать, вот прям буду работать, ваша микрокредит, прошу прощения, искренне, банк, да? По факту тогда отслюняв тут. Я, конечно, уважаю вашу уверенность в себе, но я даже не знаю, какую должность можно вам предложить. Короче, есть маза на районе место замутить, чтобы бродяги реальные смогли кишкануться, да? Ну, пятачок, да, так сказать. Короче, хочет микрокредит взять, чтобы кафешку открыть. А поручители у него есть? А есть кто впряжется за тебя, если что? Да, конечно, там братанчики есть. Если что, вдруг полк какой будет, они за меня взгреют по-любому. Я за них уверен, да? Есть. Ну, тогда, конечно, мы можем предоставить вам такую услугу. Зеленый говорит, делай. Во-во-во, от души, братан, от души. А этот, что за тёлка, братан? Ничего такая, да? Я б с ней шуры-муры загонял бы, да? А? Простите, что он говорит? Он говорит, вы сегодня прекрасно выглядите. Спасибо. Что, от души? Душевно. Ты всем на районе скажи, что теперь за капусту я тут, да? Все, братан, все, конечно. Да. Это последний клиент? Крайний. Скажи, последний это кто, короче, вот там в троллейбусе едет, сидит на перилах, да? А это крайний, да. Че, пойдем кишканем? Ну, типа... Это Джаред Сити. Джаред Сити. Джаред Сити. Джаред Сити. Джаред Сити. Бутеген Джаред Сити. Джаред Сити. Джаред Сити. Джаред Сити. Джаред Сити. Не летят, и мой город ритм не теряет. Живут как хотят все, и пусть это тебя не удивляет. Здесь заведено давно, так испокон веков. Добро пожаловать в мой неспокойный дом. Запах утренней